телеканала «Новый век», выпуск новостей. В детской поликлинике номер 2 открылось специальное окошко в регистратуре. Остановись, хватит, пора меняться. Вы тоже устали от однообразия? Хотите получать свежую и актуальную информацию в одном месте? Мы вас услышали. Телекомпания «Новый век» меняет формат. Теперь в наших выпусках полная картина дня. Общественная жизнь. Экономика. Происшествия. Культура. Погода. Расскажем, как сэкономить и где обслужить свое авто. Ответим на волнующие вас вопросы. Подскажем, чем занять ребенка, где провести досуг, как выбрать полезные и здоровые продукты и многое другое. Все, что волновало и интересовало на нашем канале. «Новый век» меняется для вас, потому что мы – народное телевидение. 2017 год в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России проходит под эгидой Года гражданской обороны. 4 октября системе гражданской обороны исполнится 85 лет. В преддверии юбилейной даты в Главном управлении МЧС по Туве прошло торжественное мероприятие. Поздравительный адрес от имени главного спасателя России зачитал начальник регионального ведомства Андрей Назаров. Сердечно поздравляю всех с 85-летием гражданской обороны. Желаю крепкого здоровья, счастья и бодрости духа, успешной и плодотворной деятельности на благо и процветания нашей страны. Пусть ваш профессионализм, ответственность и преданность своему делу в дальнейшем служат развитию гражданской обороны и решению задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Владимир Андреевич Пучков. Цель гражданской обороны на всех этапах развития – защита населения. Причем не только в военное, но и в мирное время. Затопление, землетрясения или крупные пожары – реалии нашего времени. Поэтому готовность сил и средств, которые в случае надвигающейся опасности будут брошены на защиту людей, регулярно проверяется во время тренировок. Сегодня поздравления в честь 85-летия гражданской обороны принимал не только личный состав, но и ветераны ведомства. Особо хочу подчеркнуть заслуги ветеранов гражданской обороны, чей опыт, высокое чувство ответственности за судьбу страны востребованы сегодня. Они являются примером для подражания, вносят свой вклад в воспитание и подготовку кадров гражданской обороны. Далее в торжественной обстановке прошло награждение почетными грамотами и ведомственными медалями. Кужугет Азиана Васильевна, начальник управления обороны, система 112. За многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны, за заслуги и личный вклад в развитие совершенствования мероприятий в области гражданской обороны, защита населения территории чрезвычайной ситуации и в честь 85-летия со дня образования гражданской обороны наградить памятной медалью МЧС России 85 лет гражданской обороне Аракча Айдына Анатольевича, пожарного пожарно-спасательной части номер 17 по охране Лукинского района. Всего почетными грамотами и благодарностями Верховного Хурала парламента Тувы отмечены 4 человека. Юбилейной медалью МЧС России 85 лет гражданской обороне награждены 15 сотрудников и ветеранов. Также за безупречное служение делу гражданской обороны присвоены 2 очередных специальных звания. В настоящее время гражданская оборона МЧС России решает целый комплекс задач по обеспечению безопасности населения. Работа специалистов этой службы является очень непростой, напряженной и крайне ответственной. В Туве продолжается доставка социального угля семьям с 5 и более детьми. Многодетные семьи Дзунхимчского района в эти дни получают социальную помощь. В 2017 году в губернаторский проект попали 77 семей со всего района. Одним из первых отгрузку угля начали в селе Хайракан. Участникам из западных районов уголь доставляют с Чаданского разреза. В конце сентября завершена доставка угля в Судхольский район, где 63 семьи стали участниками проекта. 11 из них в селе Агдаш. Всего участниками 2017
2017 года стали 718 многодетных семей. В труднодоступных таежных поселениях, где подвоз угля автомобильным транспортом невозможен, организована заготовка дров на месте. Таких семей насчитывается 36. Каждая из них получит около 5 кубометров дров. Отбор проводился через местные социальные центры. Ответственным за реализацию проекта выступает Агентство по делам семьи и детей Республики Тыва. Средства на реализацию губернаторского проекта направляются из республиканского бюджета. Итоги 8 месяцев текущего года свидетельствуют о положительных тенденциях экономического развития Тувы, сообщается на сайте правительства республики. На высоком уровне сохраняется рост промышленного производства. По статистическим данным, индекс промышленного производства в январе-августе 2017 года составил 113,4% к аналогичному периоду прошлого года. Рост отмечен во всех секторах промышленности. Динамика производства пищевых продуктов находится в положительной зоне. За счет реализации губернаторского проекта «Одно село, один продукт» увеличено объема производства цельномолочной продукции на 12%. На сегодняшний день 10 районов республики самообеспечены собственным производством молочной продукции. За 8 месяцев в республике произведено свыше 5000 тонн баранины. Собственной мясной продукцией обеспечивают себя 7 муниципальных районов республики. По виду экономической деятельности строительства в январе-августе 2017 года введено жилья свыше 46 тысяч квадратных метров, что превысило уровень прошлого года на 13,4%. Налоговыми органами за 2016 год начислены имущественные налоги с физических лиц в сумме 255 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом начисления возросли почти в 1,5 раза или на 58 миллионов рублей. Увеличение произошло по транспортному налогу и налогу на имущество в связи с повышением налоговых ставок. Кроме того, инвентаризационная стоимость при исчислении налога на имущество физических лиц увеличена в связи с применением повышающего коэффициента дефлятора. Тува примет участие в образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», который пройдет 12 октября во всех субъектах Российской Федерации. Цель диктанта – определение и повышение уровня экономической грамотности населения и образовательного уровня молодежи. Организатор – Вольное экономическое общество России. Министерством экономики Тувы будет организована площадка в Центре тувинской культуры для экономических служб органов исполнительной власти республики, заместителей председателей администрации районов по экономике, а также государственных унитарных предприятий и других желающих. Также можно будет пройти онлайн-версию диктанта на сайте организаторов. И о курсах валют. Доллар стоит 57 рублей 81 копейка, а евро 67 рублей 91 копейка. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. LED-телевизор Аkai с диагональю 99 сантиметров всего за 13 990 рублей. РБТ.ру. Ирбис-кейк – это магазин для любителей создавать наивкуснейшие десерты. Инструменты, украшения для тортов, посуда и формы и многое другое. Приходите. Щетинкина-Кравченко, 38. Создай шедевр сам. В Туве после прокурорской проверки автопарк Республиканского центра станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф прошли технический осмотр. Городской прокуратурой проверено обращение гражданина о несвоевременном выезде бригады скорой медицинской помощи на вызов. В ходе проверки с привлечением сотрудника Республиканского УГИБДД установлено, что сроки действия технического осмотра 4 автомобилей не соответствуют установленным законам. В отношении 2 авто выявлены факты непрохождения государственного техосмотра. В связи с этим прокуратурой города главному врачу станции скорой помощи внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное должностное лицо, механик, привлечен к административной ответственности. К юбилею президента России 7 октября Владимиру Путину исполнится 65 лет. К этой круглой дате президента страны в библиотеке имени Чехова начала свою работу книжная выставка, на которой представлены материалы о жизни и работе Владимира Владимировича Путина. Адрес библиотеки Чехова, улица Кичелова, 9, квартира 2.
Спортивная секция плавания в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина со 2 октября объявляет набор учащихся с 5 до 16 лет. Занятия с тренером будут проходить 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. 12 посещений, 2400 рублей и плюс бонус в воскресенье, бесплатное посещение бассейна без тренера. При себе иметь медицинскую справку, купальник, шапочку для плавания, очки, сланцы и банные принадлежности. Тренер-преподаватель Донгак Сайнбелек. Телефон 8 923 783 03 33 или 2 16 16. Также для пенсионеров до 31 декабря действует акция «Счастливые часы». С 10 утра 45 минут до 11:45 действует скидка 50%. Неделя квестов на радио. «Голос Азии» в новом сезоне замеса майонеза прячет в городе сертификат на неприличную большую сумму. Партнер конкурса «Детский развлекательный центр Гранд Холл Столичный» дарит нашедшему абонемент на 13 600 рублей. Детский развлекательный центр Гранд Холл Столичный – это прекрасное место для проведения детских праздников. Для именинников действуют специальные предложения. Условия квеста просты – разгадать загадку и первым приехать на зашифрованное в ней место. Сегодня правильным ответом был сам Гранд Холл Столичный, где ведущие и спрятали приз. Самой сообразительной и быстрой оказалась козлчанка Чайгана Викторовна. Увидим, как это было. Так, секундочку, еще раз. Все условия конкурса соблюдены, приз найден. Уже завтра участников ожидает еще один подарок от партнера. Радуйте своих детей вместе с детским центром Гранд Холла Столичный и первым республиканским радио «Голос Азии» 102,5 FM. Спонсор выпуска «Погоды» – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. В ближайшие сутки по республике ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +2, +4 градуса, днем +12, +14. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Арадане облачно, без осадков. Температура воздуха утром -6 градусов, днем +8. На Полке погода ясная, без осадков. Температура воздуха утром -4 градуса, днем +3. В Танзыбе ясно, без осадков. Температура воздуха утром -4 градуса, днем +5. По всей трассе проезд удовлетворительный.